Ассаламу алейкум, приветствую всех. Сегодня я вам хочу рассказать о а, чекистопаде, который происходит у нас тут в Германии. 19 октября 2021 года из российского бандпритона, так называемого посольства Российской Федерации в Германии, выпал некий дипломат Кирилл Жало. Его папа Алексей Жало является начальником управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенант Алексей Жало. Известно, что данное управление занимается внесудебными казнями. То есть папаша убивал людей, это уже доказано, так как уже есть много свидетельств того, что отравления, которые проводились путинскими террористами, проходили под руководством данного генерала Алексея Жало. Сам же Кирилл Жало летом 2019 года, буквально за месяц или еще меньше до убийства Зелимхана Хангашвили, в срочном порядке был переведен из Вены в Берлин. И происходит убийство Зелимхана Хангашвили, чеченского диссидента, гражданина Грузии, гражданина Ичкерии, человека, который был застрелен в центре Берлина киллером Вадимом Красиковым. В спину, как положено, террористам Зелимхану Хангашвили выстрелили в спину. До того, как Кирилл Жало был переведен в Берлин из Вены, всем известно об убийстве Мамихана Умарова. И я, например, провожу параллель между убийствами, связь между убийствами Зелимхана Хангашвили и убийством Мамихана Умарова, блогера Анзор из Вены, так называемый блогер из Вены, Анзор из Вены. И вот что я считаю по этому поводу. Я наблюдал некоторые высказывания в средствах массовой информации и разных аналитиков, и расследователей. И хочу сказать по этому поводу свое мнение. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что 4-й этаж, о котором говорят, из которого выпал Кирилл Жало, и что падение с 4-го этажа, это, не может привести, скорее всего, не может привести к смерти. Для этого я попрошу всех, кто так говорит, съездить в Берлин или посмотреть по гуглу высоту здания и высоту этажа. Каждый этаж где-то около 5 метров. 4 с чем-то, 5 метров. Вот такие старые, большие такие добротные дома, в котором расположен бандпритон посольства Российской Федерации в Германии. Поэтому 4-й этаж можно смело считать, это минимум 16 метров, но возможно и больше. Соответственно, если исходить из стандартных этажей, то, наверное, это будет где-то 5-й или 6-й этаж. Если же человека взять за руки, за ноги и бросить его вниз головой, а не ногами вперед, как он хотел бы упасть, а сбросить его, то, конечно же, в таком случае человек разобьется. Или если человек находится под наркотическим опьянением, или если он в бессознательном состоянии, если человека вышвырнуть головой вниз с 15, 16 или с 18 метров, то, конечно же, с большой вероятностью человек погибнет. Следующую связь, которую я заметил, хотел бы тоже отметить ее, это связь та, которая буквально на днях, неделю назад, на судебном процессе Вадима Красикова, путинского киллера, опознал его родственник. То есть муж жены Красикова, гражданин Украины,
приехал на суд. Ранее он его не опознавал, Вадима Красикова. Теперь же он приехал в Берлин и сказал, что я его опознал, что это Вадим Красиков, 48 лет, полковник спецслужб России и лично знаком с президентом, так называемым президентом России Владимиром Путиным. Из этого я могу сделать гипотезу, предположить версию, что Кирилл Жало, как и его отец, занимается неугодными людьми для путинского и ФСБшного российского режима. Убийство Мамихана Умарова в Вене. Я считаю, что там тоже нужно искать связь именно Кирилла Жало и теми исполнителями убийства Мамихана Умарова в Вене. И то же самое я могу сказать по поводу убийства Зелимхана Хангашвили. По всей видимости, после того, как немецким следователям, немецкому следствию удалось установить, что Вадим установить личность, идентифицировать личность Вадима Красикова при помощи его родственника и установить связь его с Путиным, можно с определенной уверенностью сказать, что Путин заметает следы. И другой вопрос, почему не вывезли Кирилла Жало в Россию и там сделали все, что хотели. А зачем было его убивать тут? И почему его нужно было выбрасывать в окно? Во-первых, я считаю, что вывести его, видимо, не представлялось возможным, так как, вероятно, Кирилл Жало решил или уже дал показания немецким следователям. И демонстративное выбрасывание в окно, я это могу только охарактеризовать тем, что, если не считать случайного выпадения из окна, что, конечно, мы тоже 100% исключать не можем, но с большой вероятностью это такой акт устрашения для всех остальных, которые еще сомневаются, переходить на сторону зла, света со стороны зла, или же оставаться на стороне зла, на стороне Путина и этих преступников и убийц. Но в любом случае, с одной стороны, я могу сожалеть, что свидетель, ценный, хоть и преступник, матерый преступник, погиб. С другой стороны, это, конечно, доставляет определенное удовольствие, что и надежду, что хотя бы на время, пока они нового организатора убийств не пришлют в Германию, хотя бы на время убийств здесь, вероятно, не будет. С другой стороны, опять же, очень жаль, что такой ценный свидетель теперь не сможет дать показания против Путина и его банды. Будем наблюдать процесс убийства Зелимхана Хангашвили, который проходит сейчас в Берлине. Все интереснее, все захватывающий. И я очень надеюсь, несмотря на то, что Путин будет убивать всех своих подельников для того, чтобы оборвать цепочку, которая ведет к нему, я очень надеюсь на то, что все-таки имя Путина в приговоре по убийству Зелимхана Хангашвили, оно будет озвучено. Я очень на это надеюсь. Ранее у меня было немного недоверия к той версии, что человек опознал, и Россия сейчас вступится за Вадима Красикова и будет его так защищать. Но я полагаю, с убийством той информации, которой сейчас мы уже располагаем, убийством Кирилла Жало, что скорее всего можно поблагодарить украинские спецслужбы, которые все-таки вынудили этого родственника дать показания, честные, признательные показания, что Вадим Красиков является тем самым Вадимом Красиковым, 48 лет, полковником российских спецслужб и личным знакомым Владимира Путина.
Всего самого хорошего. Будем вас держать в курсе всех событий. И да сопутствует нам удача в защите прав человека. Спасибо. До свидания.